Мы находимся на моем рынке Алкан-Базары. Он существует уже порядка 30 лет, и здесь, конечно же, в основном продают одежду. Основная специализация – это одежда, произведенная в Кыргызстане, но огромный рынок, один из, вообще крупнейший в Центральной Азии, да и вообще в целом, наверное, 50 гектаров площадь. Здесь, конечно же, в связи с пандемией и с тем, что творится на Украине, огромные сложности, но тем не менее рынок живет и продавцы продолжают работать. Давайте разберемся, какие выходы находят местные предприниматели в сложившейся ситуации. Так, Айбек Байке, еще раз рахмат. Ну что, как давно вы торгуете на базаре? На базаре уже 1,5 года. Полтора года вышли, а так я занимаюсь производством более уже 4 года. У вас свой цех, да? Да, свой цех, где 50 человек в данный момент работает. 1,5 года назад вышли, так как мы уже производители, только шили для наших продавцов вот здесь, дордойских. А теперь вы решили, почему бы самому не продавать, да? А был такой момент, заказчиков стало меньше вдруг, и тут боязнь была у меня. А швей-то, работников надо работой обеспечивать. И тогда я понял, почему бы себе тоже выйти и тоже заказчиков найти. Это как раз получается 20-й год, пандемия, да, и из-за этого... Да, как раз тут точно сказали, да. И когда вы сами начали торговать, в принципе, лучше, да? Интереснее? Намного лучше, да. Я уже сейчас чувствую, продажи тоже есть большой потенциал. Вашего объема производства вы сколько продаете своим клиентам старым, которые из базара у вас заказывают, и сколько вы вот сами в магазине продаете? 80-20. 80 на своих клиентов отшиваю, а 20 пока на себя. 20% вот в магазине продаете, да. Но здесь маржинальность выше, да? Да, естественно, да. Здесь Если больше. не секрет, примерно какая наценка для оптового заказчика и у вас в магазине? 150-200. 200? Здесь, да. Здесь. А когда вы продаете кому-то, кто оптовый заказчик? Сейчас получается, я на своем же цеху, я сейчас заказчиком стал. Так не считаю, да, например, я плачу тоже своим работникам так же, как платят наши клиенты. Я сейчас, собственно, сам стал же заказчиком своей же производства. Там меня жена управляет. Понятно. В общем, вы клиент вашей жены, да? Да, получается, да. Понятно. Ну, Айбек Байке, расскажите, я вот слышал, что в связи, опять-таки, с этой пандемией, с тем, что творится в мире, меньше людей стало приезжать на базар, да? Да, И вы решили использовать новый метод торговли, современный. Да. И я слышал, что вышли на Wildberries, да? Да. Ну и как ваш опыт? Когда у вас первая отгрузка состоялась? В январе 22 года, как вот в Алмате начались хаос, вот тогда я отправил. Как я пришел к Wildberries, точно так же расширить клиентскую базу. Это в прошлом году, в ноябре, было у меня такой, я цель себе поставил, что буду тоже в этой области развиваться. Электронной коммерции. Да, электронная коммерция. Так как я наслышан был, но все время страхи были. Что-то новое всегда нас останавливает, но я думаю, это все можно преодолеть. Вот первые отгрузки в январе, феврале мы создали карточку. Так. Я обучался у молодых ребят, вот как в Москве у них реальный кейс был, за полгода они несколько миллионов оборотов сделали. Я сейчас ищу там учителей, больше практиков, да, и вот на них вышел через своего там человека. Вот я 2 недели отучился, до этого вообще не дружил, даже ноутбуком не умел пользоваться, даже честно.
Не сказал, не мое вроде. И я там все это вот пошагово научился, как создавать карточку, как продвигать, что не продавать, что продавать. Вот это все изучил. Ну, думаю, это только начало нашей карьеры с электронной торговлей. Ну вот, Байке, давайте теперь, у вас есть опыт, вы, допустим, продали вот это платье, здесь вот, почем оно у вас там, грубо говоря? Где-то этот платье производства 800 себестоимость выходит, Вы продаем продаете где-то 1000 сейчас. 1000? Да. То есть маржинальность вообще 200 сом? Да, 200 сом, 150-200, да. И вот теперь вы ее на Wildberries, допустим, выставите, да? Wildberries же тоже берет процент? Да, обязательно, обязательно. И там вы почем это будете выставлять? Так, там у них своя экономика, юнит-экономика надо посчитать. Например, вот 1000 это стоит, да, от меня. Вот, и там логистика где-то 50 добавляется. 50 И 50 сом, да. В Wildberries есть доставка, у них логистика. Одно платье 55 или 60 рублей. Что еще? Там упаковка, там еще и расходы есть индексированные. Там маркировки, отгрузка, там платит 2500. Ничего себе. 2500 мы ставим туда. На Wildberries? Да. Оттуда где-то 1000 уходит, не 1000, где-то 700, это вот фиксированные расходы, индексированные вот это все расходы. То, что Wildberries заберет. Да, в Wildberries там логистика, там хранение, вот это все есть у них. И вот получается 1000, мне остается где-то 600-700 сомов чистыми. Можно дороже ставить, можно, но я этого не пробовал пока. Я хочу сейчас такой Подождите, стратегию. что-то у меня не получилось математика. По 2500 вы говорите, да? Там? Да, там. Минус 700 Wildberries. Да, это... Это 1800 осталось. Да. Себестоимость 800. Нет, 1000. 1000 уже. С логистикой. 1000. А отсюда там... И 800 осталось? Да, да. 800 сом. Да, 800 где-то. А если вы здесь продаете, то у вас с него 200 сом остается. Но здесь мы количеством продаем. Мы здесь количеством выигрываем. Понятно. Здесь мы линейками продаем. В линейке там 4-5 штуки там. От 50 до 56 размера. Тогда, Байке, другой вопрос. А здесь примерно сколько штук вы сейчас продаете здесь и сколько на Wildberries продаете? Очень чтобы хорошо. Да, объем да, сравнить. да. Так как я начинающий селлер в Wildberries, продавец, там в месяц где-то 100-200 пока у меня сейчас. Платьев. Да. Угу. Сейчас в 2-3 местах начинаю, в одном месте 40, там вот так. Там выкупаемость одежды очень маленькая. И это тоже есть. Вот это тоже на экономику влияет. Например, клиенту отвезти платье, если человеку не понравился, мы этот транспорт тоже платим. Человек, мы платим. Там 35 или 40 рублей в один конец, туда вот, в общем 80. Если возвращается товар, мы платим тоже. Там внутренние акции есть, тоже участвуем, везде вот это. Поэтому надо ставить цену нормально, да, выше. А здесь мы продаем пока где-то 2500 в районе где-то в месяц оптом. Платьев, да? Да. Ну, получается, здесь объем выше, но маржа ниже. Да. Там маржа выше, Да, но да, и да. куча всяких препонов. Да. Ну, а если вот так все отбросите, где прибыли больше пока, здесь или там? Я вижу перспективу в электронной торговле, потому что там сколько русскоязычное население вся там покупает, более сколько там 200 миллионов, по-моему, потенциальных клиентов. Я вижу больше там потенциально. Но пока вы зарабатываете больше здесь, да? Да, пока здесь. Ну, если быть объективным, как вам кажется, стоит ли, допустим, полностью бросать подобную торговлю и переходить только в электронную? Или лучше всего совмещать? Совмещать, я думаю, однозначно совмещать. И я 10 лет назад, когда Инстаграм начала работать, я думал, все, Дордой закроется. Все, Дордой уже конец. Да не тут-то было. Я сейчас вижу, даже в Германии слышал, офлайн торговля, она будет. Она всегда актуальна и будет. И, там, 20-30 лет я точно вижу, будет. Надо совмещать. Не надо бросать офлайн и сразу перейти. Надо потихоньку. Каждую нишу надо смотреть как одну новую профессию. Изучать, как институт. Понятно. С малого, по чуть-чуть. Айбек Байке, рахмат вам. Вам рахмат. Вам удачи в вашем новом Спасибо. поприще. Итак, мы пришли еще к одному торговцу, Толкунай.
Спасибо, что решили нам рассказать. Как давно торгуете вообще на базаре? 10 лет. У вас свой швейный цех или вы в основном заказываете? Заказываем в основном. В связи с пандемией, с тем, что творится сейчас на Украине, как у вас изменилась торговля? Ну, слабо. В связи с этим вы вышли на Wildberries, да, я Да. так понимаю? Как обстоят дела в торговле на Wildberries? Хорошо. Как давно вы туда уже зашли? Месяц назад. Месяц назад, да? Есть какие-то уже товары, которые вы продали? Да, есть 15 штук. Я слышал, что за одну единицу, которую вы продаете на Wildberries, у вас наценка гораздо выше Да, из-за того, что там больше расходов, да? да, Там поштучно, получается, продается товар? штучно. А здесь у вас опт. да, здесь оптом. Ну, пока, я так понимаю, больше зарабатываете на опте. На Wildberries как примерно наценка у вас на одно платье? 1500 сом. Стоит ли отказываться от торговли, грубо говоря, на базаре и полностью переходить на онлайн? Полностью переходить, ну, в будущем, наверное, так и будет. Мгм. Но сейчас пока, Нужно да. совмещать. Ну ладно, вам удачи. Спасибо. Самое короткое и четкое интервью, которое у меня было. Да, нет, Да, нет, чуть-чуть. Товар Wildberries отправляют вот в таком виде, причем не сразу на склад, так называемый fulfillment. Там в России их специально упаковывают, наклеивают штрих-коды. Если нужна коробка, то упаковывают в коробку. Все это делают в России, в Кыргызстане этого склада нет. Почему? Потому что при доставке коробка или еще что-то могут повредить, и это может повлиять на качество. Поэтому ребята местные перестраховываются и отправляют вот в таком виде товар уже на склад Fulfillment в России. А оттуда он уже едет на распределительный склад Wildberries. Стоимость отправки 1 килограмма в Москву, если это китайский товар, то это 50 рублей за кило. А если это самопошив кыргызский, то тогда это 30 рублей за кило. Сейчас, я так понимаю, вы шьете свой бренд и шьете для ребят, которые торгуют на Wildberries, да? Все правильно. Да, не Сами торговали обязательно. раньше? Да, сами торговали мы вот где-то 4 года назад. Вышли сами на Wildberries. Тогда было очень сложно, документация, продукт. И начали продавать, потом сразу такой наплыв с России большой, интересующихся, и дальше уже мы не успели. Заказы, мы брали за заказами и как бы уже начали их исполнять, и уже не до Wildberries было. Потом мы... Подожди, я не понял. Ты зашел в Wildberries Да. и пошел наплыв каких клиентов? С Wildberries или отсюда? С Wildberries, да. И почему ты вдруг решил... Приостановил, да? Да. Да, потому что, знаете, фокус надо держать, да, надо фокусироваться на одном, там эффекта побольше будет. Узнали то, что мы должны фокусироваться на одном. Мы вот, раз уж мы производственники, мы должны хорошо произвести свою продукцию, качественную. Почему ты не хочешь ее продать россиянам? Там же и наценка выше в Wildberries. Да, правильно, но видите, там и везде некачественный, да, возможно, вариант. Мы специализировались именно производством верхней одежды. То есть Вот. я правильно понял, что ты вот производил эту одежду, начал продавать, оно там пошло, Да. но из-за того, что ты начал фокусироваться на продажах, Да. ты упустил производство и качество начало хромать. Из-за этого ты решил убрать Да, у Wildberries нас и чуть-чуть расфокус сфокусироваться. пошел, да, правильно, можно так и сказать. И видите, например, на Wildberries тоже выходить это одно, но это не такое дело, уж ты купил продукцию, выставил, и у тебя там пошла торговля. Это вовсе не так. Но сейчас, например, многие так легко понимают, но вовсе это не так. Я вот скажу, там тоже есть, надо маркетинг сделать, там специфика, да, совсем другая, это совсем другое направление, розничный сегмент, а мы опт. Вот, у нас свои каналы продажи были в то время, у нас рынки, там свои крупные клиенты, магазины. Вот, потом мы временно приостановили и решили только заниматься производством. То есть у нас 2 направления. Первое направление мы создаем для себя, вот коллекции, да. Это у нас продается в Москве на Люблино есть точка в торговом центре оптовом. И на Дордое есть, и у нас, соответственно, есть база клиентов.
Вот, и на себя. И второе направление, это мы отшиваем спецзаказы, ну, таких как клиентов, которые селлеров продают на Wildberries, либо там Озон, Ламода, сейчас не только Wildberries, да, например, кто-то через Инстаграм оптом продает, кто-то, у кого-то получается через сайт, у кого-то хорошо получается на Wildberries, у кого-то на Озоне, вот разные у нас есть. В общем, ты решил продавать оптом, Да. и для ребят, которые торгуют на таких интернет-площадках, ты для них специально что-то шьешь, Да. они тебе оплатили, у тебя голова больше не болит. Надо было жениться. Вот и голова не болела бы. Сделать хорошо, продукт качественно, да, и они, соответственно, уже будем специализироваться на одном, да, чем-то. А когда у тебя расфокус получается, у тебя и там нехорошо, везде нехорошо, везде по чуть-чуть, и результата не очень. А тогда, когда ты бьешь только по одному, здесь вероятность того, что хорошо получится, много, да, процентов. Тогда давай так, скажи, пожалуйста, вот сколько примерно количество товаров, ну, изделий в месяц ты производишь? У нас в месяц от 10 до 12-13 тысяч пальто верхней одежды. И можем сказать, мы только вот, получается, верхняя одежда, мы пальто, плащи, тедди, куртки. Вот. Так, 12-13 тысяч – это все, что ты успеешь за месяц? Да, Или да, еще да. куча тысяч тедди? У нас вот бизнес-модель такая, что мы производим сами, и мы на аутсорс, у нас есть цеха, производственники, которые на нас работают круглый год. Мы обеспечиваем для них заказы. Ё-моё, Круглый то есть год. у тебя есть свой цех, так Да, ты еще и на аутсорс да. У отдаешь. нас два производства собственные, вот это производство, и таких еще одно, это собственное. То есть у нас и машинки, и спецоборудование, все это свое. А есть цеха, которые, ну, аутсорс, который на нас работает. Это Я круглый понял. год. Ну, про твой цех мы, может быть, как-нибудь отдельно снимем. Ну, всё. Но сама идея, 12 тысяч изделий, из них сколько уходит вот для ребят, которые работают на Wildberries? За этот год у нас 50-50, у нас 50% на Wildberries, 50% на рынке, То есть на магазины. ты в месяц отшиваешь порядка 6 тысяч пальто для ребят, которые потом продают это на Wildberries? Да, все правильно. Ну ты осознаешь, что у них маржа выше на твоем товаре раза в 2-3? Я И ты не хочешь Сам выйти, Да. да, как-то, да? такой, Нет. опа, ну-ка, ребят, подождите. Нет, у нас есть в будущем, ну, есть идеи, стратегии. У нас другая чуть-чуть стратегия. Мы лучше будем обслуживать тех селлеров, которые уже торгуют успешно на Wildberries. Зачем нам расфокус, да? А потом дальше будем уже по времени, да, все. Тогда последний вопрос. Вот эти ребята, которые у тебя забирают по 5-6 тысяч пальцов в месяц, они его уже продают под своим брендом или под Катя, она же Комбат? Да, нет, у них свой выбор, но у нас в основном под своим брендом заказывает. То есть они уже свой лепят? Да. Понятно. Ну, тогда тебе будет не так просто их подвинуть. Ну да, у нас, чтобы сейчас есть такие селлеры одной же модели, например, вот в этом году исполнили для Wildberries, да, 18 тысяч штук одной модели. Представляете, это какой объем, да? Продали? Да. И хочу сказать, пользуясь случаем, да, например, наши, тут все понимают, селлеры Wildberries, которые торгуют предприниматели, они должны обязательно быть русскоязычными, либо, ну, русскими, либо с другой планеты, да, как-то. А мне бы вот хочется сказать, что наши местные же ребята, которые очень как бы интересуются вещами, либо торговлей, вот как раз сейчас очень хороший шанс начать торговать именно на Wildberries. Вот, например, у кого-то $5000 есть, 10, 20, ну, не знаю, ну, у них нет плана, что конкретно сделать. Вот, пожалуйста, сейчас вот мы как раз здесь, потому что мы сколько перешли, да, уже узнаем, какие боли у селлеров, можем проконсультировать, ошибки сделали. Вот эти ошибки, чтобы они не сделали, мы заранее можем предупредить, проконсультировать, да. И есть модели, будем показывать, какие ходовые, какие нет, как надо подготовиться. Вот, можем... А тебе зачем это? Ты же производственник. У нас стратегия сейчас не то, чтобы просто лишь бы как-то зарабатывать. У нас мы уже то, что заработали, уже нормально.
У нас сейчас стратегия долгосрочно вести бизнес дальше. И долгосрочная у нас как бы перспектива. То есть ты хочешь взрастить своих клиентов, Да, которые да, у тебя да. будут заказывать? Это самый хороший клиент потом будет считаться. Понятно, Да. понятно. Ну ты хитрый. Изначально всё мы понятно. будем помогать, Да, поддерживать. но по ходу будем Да, по отшивать. ходу, Да, Красавчик, удачи, да. Рахман. Ну а теперь давайте поговорим с теми самыми селлерами на Wildberries, которые просто заказывают товары у швейников и реализуют их на интернет-платформе. Омурбек, Бекджан, большое спасибо, что согласились рассказать. Давайте начнем с того, как долго вы вообще в этой теме варитесь. Я где-то, первый свой тестовый товар я отгрузил в апреле прошлого года. То есть скоро, получается, будет год, да? Более как-то уже с основным своим товаром начал работать во втором полугодии прошлого года. А вы вместе или отдельно начали? Мы изначально отдельно начали, Мгм. потом объединились. Нифига себе. А вы как давно? Я вообще интересуюсь уже 1,5 года, но вышел почти год назад. Вот за все это время сколько вы уже продали единиц на Wildberries? Да, мы недавно считали, если брать именно за прошлый год, там активно, да, вот больше полгода, да, там работали где-то, продали там порядка, чуть больше, чем 2 миллиона сомов на эту сумму, да. В единицах это порядка чуть больше 1000 единиц. То есть в среднем у вас товар 2000 сом, да, стоит? Да, примерно средний чек. И если не секрет, какая маржинальность у вас получается? Как правило, это от 30% и выше маржинальность. Ну а сколько вы вложили, чтобы продать вот на 2 миллиона? Наверняка у вас были и минуса или какой-то товар, который в итоге не смогли продать. Мне кажется, я чемпион в Кыргызстане по банкротству на Wildberries. Очень большую ошибку я летом 2021 года совершил. Я находился в Москве, чуть-чуть там поставил Wildberries, особо не пошло, но то есть без особого продвижения, без ничего, без плохих, то есть с плохими фотографиями, с плохим описанием тоже более-менее пошло. Но когда я вернулся в Бишкек, я как раз сидел здесь, в этом офисе, и я вместо скидки поменял цену. Я очень много товаров ниже по себестоимости продавал, да. То есть это очень больно было. Но самое главное в бизнесе, я что понял, это отношения. Никогда нельзя портить отношения с клиентами, с поставщиками. Мы до сих пор с Телеком держим хорошую связь и до сих пор сотрудничаем. Да? Ну ты отдал ему деньги за тот товар в итоге? Возвращаю потихонечку. Какие вообще есть сложности? Вот я, допустим, захотел просто на базаре взять товар и вот торговать на Wildberries. Через какие стадии мне нужно пройти? И где вот узкое горлышко? Но если брать именно по стадиям, конечно, все начинается с регистрации личного кабинета, то есть нужно открыть юрлицо, это либо ИП, либо ОСО. На втором этапе, если, допустим, у человека уже есть товар, он может его заводить. А если же товара нет, то, как правило, нужно подобрать такой продающий хороший товар, это значит, нужно сделать хорошую аналитику, да. Если у вас товара своего нету, соответственно, нужно найти хороший товар, хорошую нишу. Это можно сделать с помощью сервисов аналитики. То есть в России существует несколько очень крутых сервисов аналитики. Это плюс, наверное, для новичков, потому что мы сразу видим, нам не нужно гадать, что нам покупать. То есть сразу видно, что хорошо продается, а что точно не продается. Для опытных селлеров, наверное, это все-таки минус, то, что они подсвечивают, да, там свои данные. Понятно. Вот. Что дальше? Выбрали товар, далее, соответственно, нам нужно его подготовить, отправить на склад Wildberries. Здесь как раз таки к нам на помощь приходят ребята под названием Fulfillment. Да? Что делает Fulfillment? Fulfillment, по сути, это такие склады, частные склады, которые оказывают полный цикл, допустим, по приемке товара, по упаковке, по стандартам Wildberries. Они приклеивают туда штрих-кодированием, занимаются маркировкой, соответственно, все это складывают в коробки и отгружают на склад Wildberries. Товар нужно будет подготовить по стандартам Wildberries. Как раз таки обычно мы делегируем этот процесс fulfillment. Да? А так
мы можем это и сами сделать. То есть мы знаем, как это делается, там штрих-коды, просто они сделают это быстрее, лучше и, возможно, дешевле. И дальше это все уезжает на склад Wildberries. Да, fulfillment отвозит на склад Wildberries. А мы еще пропустили, конечно, нужно еще в личном кабинете, то есть создать личный кабинет и создать так называемые карточки товара. Да? Это фотографии, это описание, где цены, скидки, вот, там отзывы, все это называется карточка товара, и это очень важно. И самое главное для продажи на Wildberries это хороший товар, качество товара, потом хорошая фотография и хорошее описание. Вот эти три вещи это самое главное. А там кто клеит штрих-код, как отправишь через авиа, через наземный, это вообще... Это уже 10-й вопрос. Да. Кстати, я знаю то, что вы еще проводите обучение, да, для тех, кто хочет начать продавать на Wildberries. Да, мы где-то около 2-3 месяцев назад запустили обучение. Уже у нас 11 потоков обучились. В одном потоке у нас 8-10 человек в среднем. Понятно. И сколько вы уже людей обучили? Так, 11 потоков, это уже под сотню где-то. Больше 80-90 человек где-то обучили. Ну, вы, короче, на курсах уже заработали больше, чем на Wildberries. Молодцы. Ну что, вам удачи, ребят. Итак, внимание, конкурс. Мы разыгрываем 3 сертификата на обучение в Академии Wildberries. Все, что вам нужно сделать, это подписаться на мой YouTube-канал и в комментариях написать, какой у вас опыт вообще работая с онлайн-магазинами. Возможно, вы сами что-то покупали или уже поставляли. Ну и вообще, что вы думаете об этом. А мы уже на следующей неделе разыграем эти призы. И о результатах этого конкурса вы узнаете на моей инстаграм-страничке в следующую среду. Давайте рассмотрим, как этот бизнес влияет на экономику страны. Но первое и самое важное, это, конечно же, экспорт легкой промышленности, скорее в страны, которые работают на этом онлайн-маркетплейсе под названием Wildberries. И это, конечно же, положительно скажется в целом на всей легкой промышленности, потому что это введет какие-то новые стандарты качества, обучит наших производителей работать чуть по-иному. Ну а самое главное, расширит рынок сбыта. Тем более, что сейчас, в наше время, он серьезно сузился. Если же вы думаете, что нужно переходить полностью на маркетплейс, я лично сегодня понял, что это хорошее дополнение к вашему уже успешному бизнесу, будь то на базаре или же по пошиву. Заниматься этим как реселлер, это все-таки будет не так легко, как вам кажется. Ваш путь будет тернист. Если же вы уже торгуете и у вас есть опыт, вам будет чуть проще, но тем не менее вам все равно понадобится кое-чему научиться. В целом, в общем, я вижу только положительные вещи. Хотя, казалось бы, я владелец рынка и должен препятствовать всему такому, но на самом деле нет. Я скорее вижу это как усиление моих партнеров, моих арендаторов, которые станут еще богаче, и наш рынок будет еще более успешным. Так что я всем советую узнавать новые методы продаж, активно их использовать и добиваться в этом успехов.